Первое ток-шоу о спорте. Спорт Бурятии без цензуры. Жесткие вопросы. Конкретные и бескомпромиссные ответы. Смотрите только на YouTube-канале Спорт РБ. Ведущий Алексей Туробов. Итак, в эфире «Спорт без цензуры». Наш очередной гость, который, я думаю, представления не нуждается, но я скажу, это Александр Богомоев, трехкратный чемпион России, победитель первых европейских игр, обладатель Кубка мира, да, в команде. Это тоже, кстати, очень такая значимая и весомая победа. Хотя многие говорят, ну, в команде, так в команде, да, что-то как-то не то. Все, вот в личном он где-то первенстве отличился, значит, он молодец, а в команде это не считается. Так ли? Ты согласен, Саша, нет? Не, ни капельки там ответственности больше несешь, чем, например, ты лично выступаешь, там, личный старт, например, ты там, ну, вроде бы как, это тебе нужно, а здесь команду, ты команду можешь подвести, проиграть своим поражением. Так что там в 2 раза больше ответственности лежит. Ну вот в команду сколько человек на Кубке мира где-то выступал? Ну вот сейчас Кубок мира у нас прошел, получается, да, недавно. И вот наша команда выиграла, и даже можно, если пользуясь случаем, конечно, поздравить сборную команду России с Кубком мира, потому что, получается, как раз мы выигрывали кубок последний раз, это вот я когда участвовал на этом. Вот когда, лет 10 назад, да, получается? Ну, в 2011 году, 8 лет. 8 лет назад, 2011. Спустя 8 лет назад кубок приехал домой. Ну, они, в принципе, туда и ехали с такой задачей, чтобы взять и вот обязательно выиграть. То есть, да. И задача была супер, чтобы выиграть. Да, вот, я как раз на этом сборе присутствовал, там прямо у тренерского штаба была задача, все, настрой всей команды был только на победу. Почему так получилось, что ты не поехал, вот не попал в сборную-то? Ну, у меня еще не те кондиции, в принципе, я не в той форме сейчас. И определенные старты, отборы я пропустил, и я никуда не отобрался. Ну ты же должен, по идее, был ехать на дальневосточный чемпионат Дальневосточного федерального округа, который давал право в случае твоей победы участвовать на чемпионате России. Теперь-то как вот? Ну, я думаю, у меня есть допуск на чемпионат России, потому что, ну, как бы по прошлому году, там, и по Ирыгину, я думаю, ну, если что, на крайний случай письмо будем писать. Мы могли бы вообще Александра Богомоева не видеть, по-моему, в числе вообще борцов. Я так знаю, что ты в детстве больше предпочитал футболом, увлекался, да, больше футбола, бегал больше. Ну да, много играл, в принципе, я уже в каждом интервью это почти говорю. Много играл в футбол, но все-таки у нас же приоритеты. Это вот виды спорта, где командный вид спорта у нас тяжело прорваться, я думаю, в жизни, ну, в борьбе и там бокс, стрельба из лука, я думаю, вот на эти виды спорта у нас основной приоритет, и всегда как бы есть и был результат. Слушай, вот смотри, по прошествии вот тут столько времени, когда был чемпионат России в Якутске, тогда вот это была ситуация, когда стало 2 чемпиона у нас России, как-то вот страсти поутихли, эмоции поутихли. Сейчас-то вот как ты думаешь вообще вот уже по прошествии времени о том, что тогда происходило в Якутске, правильно ли это поступила федерация, как бы вот решение было такое? Да, время много уже прошло, в принципе. Конечно, обидно то, что все-таки ты там готовишься какое-то определенное время, ну, долгое, да, и потом не попадаешь, не едешь. Ничего не остается, как опять заново готовиться нужно. Новый цикл. Есть здоровье, самое главное, и есть цели. Ну вот сейчас как со здоровьем, то есть у тебя были травмы достаточно серьезные, как ты себя сейчас, ты восстановился полностью, как ты себя ощущаешь как спортсмен, сколько тренировок ты проводишь в неделю, там вообще вот, как насыщена твоя неделя, вот. Давай расскажем просто, вот, я думаю, многим будет интересно. На самом деле, вот, в последнее время там моменты, там последствия травм все-таки дают о себе знать. Там не можешь где-то на 100% работать, отработать, там постоянно надо какой-то медосмотр проходить туда-сюда, там проверишься, там что-то не так. Ну, самое главное, пока есть желание, а здоровье мы подлечим, я думаю,
все будет хорошо. А вот поддержка какая-то же идет, там финансово тебя поддерживают, то есть ты же как член сборной России, ты получаешь что, зарплату, не знаю, у тебя даются какие-то средства на восстановление, там, на лечение, на тот же массаж. Наша федерация борьбы работает с Диомедом, ну, я думаю, не только борцов, и мы полностью медосмотр там в основном проходим. Там лечимся, и определенно массаж тоже у нас, ну, делаем массаж, проходим. У нас был договор с баней, тоже так же мы ходили в баню, парились, пока сейчас нету этого. Ну, Новый год, начало, сейчас втягиваемся. Я думаю, все будет. Какое место сейчас ты вот в настоящее время занимаешь в сборной? Ну, это сложный вопрос. Все же не то, что сложный даже, а все говорит чемпионат России. Прошедший чемпионат России я вообще проиграл, в принципе. И в общем, снялся там по болезни. За третье я не боролся, хотя мог еще за третье бороться. И сейчас, что-то сказать, будем ждать чемпионат России, будем готовиться на чемпионат России. Я думаю, все будет нормально и подойду в оптимальной форме туда. А ты вот не боишься, ты пропускаешь очень много стартов, а там, я думаю, что немало людей, которые готовы занять твое место. Я думаю, молодых, дерзких таких, да, уверенных в себе. Там не тяжело ли тебе в сборной вообще находиться? Как вообще обстановка вот там? Обстановка в сборной всегда хорошая на самом деле. И в сборной быть это как бы наоборот, ты с командой не то что тяжело, наоборот, где-то спарринг-партнеров больше, схватки тренировочные. Сбор всегда пойдет на пользу. Там нахождение с такими людьми, там олимпийские чемпионы, в команде чемпионы мира. Просто даже сама обстановка, режим тот же. Когда мы домой приезжаем, у нас иногда не получается, там в режиме то надо, третье, туда поехать. Это решить. А там ты целенаправленно куда-то готовишься, у тебя есть утром зарядка, утром тренировка, вечером тренировка, отбой вовремя, режим питания поставлен. А здесь непонятно, когда ты там поел, не поел, утром встал, успел поесть, там не успел, вот как-то так. А там на сборах даже легче форму набирать. Многие же, Саша, получается, тебя уже списали со счетов как спортсмена, да? Если так по чесноку, да? Пойдем. Списывают, наверное, до сих пор еще списывают. В принципе, как бы это мнение, там, чужие мнения людей. Самое главное, у меня есть желание. Сейчас здоровье немного подлечим, я думаю, все нормально будет. А почему такой вот какой-то ажиотаж? Богомоев, он не выступает, там он пропускает. Это все, давайте, все, он уже не будет, он не выйдет, он уже не поднимется. Насколько люди такие говорят слова, насколько они правы, вот, по-твоему? Я могу сказать, они ни капельки не правы, просто они не знают вообще всей ситуации, которая вообще происходит со мной. Там, да, у меня есть моменты, есть травмы, есть болячки, которые вылазят там. Я думаю, все это вопрос времени. И этот олимпийский цикл я точно проборюсь, а там как бы все, что возможно от себя я сделаю, а там как будет. А был такой момент, помнишь, ты говорил о том, что тебе вообще запрещали общаться там с прессой как-то, я где-то в эфире слышал, или вообще тебе запрещали какое-то интервью давать без согласования свыше? Я думаю, это все впереди у меня еще ожидает, так что это может быть у нас вообще такое довольно крайнее такое интервью, которое будет без разрешения. А почему? То есть это со всеми так спортсменами, да? Или ты в какой-то оппозиции? Нет, я ни в какой оппозиции, просто я будет контракт, и там просто будут условия контракта, и все. То есть, а когда наступит это время заключать контракт? Это буквально сейчас, следующую неделю, уже может быть завтра даже. То есть это будет с каждым спортсменом, кто в сборной России, чтобы дать какое-то публичное интервью, или как? Я думаю, это с определенными вообще людьми. Я подойду к какому-то спортсмену и предложу ему свои условия и поставлю свои условия, если он согласится с этими условиями. Почему нет этого? Как-то вот так.
тоже в разговоре, ну почему Саша? Саша до сих пор является лидером, я знаю, я, ну сам в тебя я верю, короче. Я думаю, что многие меня люди реально вот поддержат искренне. Даже, ну, у меня просто возник вопрос к твоему тренеру Валерию Николаевичу Иванову, он его спросил: Валерий Николаевич, наверное, у Александра все-таки, раз он такой непотопляемый, как бы, благодаря, конечно, своему характеру, но, наверное, еще есть покровители какие-то там наверху. Есть у тебя покровители, кто тебя поддерживает? Не, ну, покровителей, как назвать, покровителей особо как таких и не, ну, нету. В основном есть близкие друзья, которые поддерживают, помогают. И им огромное спасибо за это. То, что даже на самом деле важен даже тот момент, то, что просто вот близкий друг, там где-то какие-то моменты наступают, там где-то тяжело, там, ну, а просто рядом друг тебя там даже словом поддержит или там даже немного делом может где-то. И слава богу, у меня есть такие друзья, которые меня, ну, болеют, переживают за меня, поддерживают. Ты говоришь, вот у тебя больших таких покровителей, вот Лев Салханов, например, меценат, он же квартиру тебе подарил. Ну да, Льву Алексеевичу тоже как бы отдельное огромное спасибо вообще, то, что вот он как раз поддержал меня, ну, в тот момент, когда нужно было, в принципе. И также я хотел бы сказать большое спасибо Валерию Яковлевичу Убадоеву. Вот он меня вообще в самый-самый нужный момент поддержал, вот такую эту опору дал мне, тоже он мне как бы дарил квартиру в свое время, когда у него дела были хорошо. Ну вот, Саша, ты согласись, что вот ведущему спортсмену, да, без каких-то вот таких вот бытовых решений, бытовых каких-то проблем нет возможности вообще заниматься. Вот многие спортсмены вот об быт разбились, и все, и у них все сломалось, и у них карьера дальше не пошла. А у нас на самом деле, по большому счету, нет системы. Нет системы. У нас пол команды, например, в армии служат, да, а там у ребят там семьи, там они не могут 100% взять, отдаться там. Но они обязаны просто зарабатывать, чтобы кормить семью. Ну да, там как-то где-то какой-то способ. Там, например, в спорте как бывает, есть желание, да, там цель есть, ты идешь вроде к цели, ну, сомнения не всегда возникают, там, смогу ли я, не смогу. Может, это время я там, даром потеряю, а так, ну, нет ни у кого уверенности, например, чтобы взять, вот, например, и шагнуть вот на 100%, там, уйти в одно русло, там, в одну стихию, все идти там определенно там к цели. А были ли у тебя, Саша, сомнения в своих силах, когда ты говорил, бросить все, да, зачем это надо? Просто вот, ну, заняться тренировать детей вообще. Ну да, это на самом деле и не раз, наверное, можно сказать так было. Первый раз я когда сильно решил, думал, все, надо завязывать, это было, когда я первый чемпионат мира свой проиграл. Ну, просто тоже там, ну и горячка там сыграла, и неопытный еще был. А потом я это все проанализировал, пересмотрел, продумал, ну и опыт со временем приходит тоже сейчас, например, как я смотрю на тот чемпионат мира, уже совсем по-другому, или когда я там смотрел, когда я проиграл только что. Ну и тот же момент после Олимпиады вот 16-го года, тоже думал оставлять, уходить уже. Ну, потом отдохнул, как-то время прошло, немного соскучился, начал опять на турниры бороться. А ты, получается, с Олимпиады ты удрал, да? Нет, не то, что Но удрал. ты же как, ты участник Олимпийских игр, ты же поехал запасным, но ты с расположения сборной уехал, да, во время игр, или как? Мы Какая не ситуация была? Я, да, слетал в Рио, как бы, там, даже не в Рио, мы прилетели в Бразилию. Вот. Приехали в страну? Да, в страну, и в другом городе у нас был сбор, как акклиматизация команды. Мы прошли сбор, и ну, некоторые ребята улетели, там, кто захотел сам смотреть, полетели смотреть, ну, как бы, вот так было все. То есть не было там под приказом, что ты приезжаешь, должен там пробыть со сборной всю Олимпиаду или как-то? Нет, такого не было. Вот мы сборную команду... А зачем было вообще тогда туда ехать, если не смотреть Олимпиаду? Не быть в составе сборной, не ходить, не пропитаться этим духом Олимпиады? Вот ехать помогать команде. Ехать помогать команде, только из-за этого все. Вот съездил, помог. Ну да, помог. Плохо, видимо, помог.
Все-таки вот, ну, как ты говоришь, от предстоящих-то стартах этого чемпионата России, где в твоем весе будут кто выйдет вообще? Основные конкуренты, основные претенденты, и как они на сегодня вообще выглядят? Ну, действующий, получается, чемпион России Магомед Расул Идрисов, там Ферзалиев, сейчас парень, который на Кубке мира боролся, Абакаров. Ну, вот основных ребят, которые в своем весе я могу отметить. И так, в целом, ну, чемпионат России, он всегда полон сюрпризов, полон, могут быть новые имена, там, суперталанты новые вылазят. Это чемпионат России, я думаю, это, ну, такой чемпионат, который ни с каким чемпионатом, я думаю, в мире не сравнимый с чемпионатом страны по накалу, по спарринг-партнерам вообще. Ну, то, что какой накал происходит там на чемпионате России и там в любых других странах, я думаю, такого ажиотажа и накала нету ни в какой стране. Сейчас-то вот получается, кто поддерживает тебя, где ты как спортсмен числишься? Спортивный центр спортивной подготовки ты, да, находишься? Ну да, я в списках Центра спортивной подготовки. И также там сейчас, получаешь зарплату? Да, получаю зарплату. Но это секрет фирмы пока что. И также федерация поддерживает, федерация борьбы. То есть ежемесячно тебе выплачивается какая-то такая определенная стипендия, на которой ты, в принципе, живешь, да? Ну, как сказать, выплачиваться, не выплачиваться, но думаю, скоро будет выплачиваться. Ну а как вообще, на что ты живешь-то? Ну вот сейчас живу, получается, за счет ЦСП. Центр спортивной подготовки. Ну да, я еще там устроился тренером, числюсь тренером, как бы, ну, у меня есть группа своя, я, в принципе. А ты где ты тренируешь? Я в шоре номер 9 числюсь, у меня группа из 7 человек, и все, я по возможности тоже так с ребятами работаю, где-то там подсказать, где даже с ними, как играющий тренер. Как ты сейчас прочел из сообщения? Однажды люди, которые не верили в тебя, будут хвастаться, что знают тебя. Да. Ну ладно, я думаю, что мы в этом числе не будем. Мы в тебя, Сашка, верим вообще искренне. Еще раз я могу сказать. Смотри, свое будущее Александр Богомоев какое видит? Вот какой он будет? Ну, тренерскую деятельность я тоже не исключаю. Тренерская деятельность будет у меня. Это, ну, в любом случае, ну, как бы я в этом спорте уже сколько лет, и тоже уже какой-то опыт, багаж приобрел уже, и до сих пор приобретаю. Ну и охота его передать там, тоже детям. А так, не знаю, как какой-нибудь бизнес, но это постоянные думки пока что. Там. А в каком бизнесе ты? В цветочном, там, я не знаю, может, будешь на самом деле машины гонять, как многие спортсмены делают. Ну, я так смеюсь, конечно. Машины не машины, самая суть, нужно что-то новое придумать, потому что, ну... Вот Люба Волосова, например, смотри, она даже, как бы спорт она не забросила, она призер Олимпиады, а сейчас занялась практической стрельбой, и вот она стреляет. Представляешь, то есть она там в призерах чемпионата республики, это достаточно серьезный уровень, потому что там стрелки приезжают, крутые ребята. Вот она нашла. А в какой бы вид спорта ты бы взял, может быть, попробовал, когда отойдешь от борьбы? На самом деле я вот не исключаю то, что я буду также заниматься футболом, всегда бегать, футбольчик играть. Ну и для формы это качалочки, фитнес. Это тоже как бы не исключение, я думаю. Мне даже нравится качаться, там ты туда приходишь в зал и втягиваешься, когда вот постоянно ходишь, и уже потом тоже без качалки не можешь. Вот смотри, давай такой вопрос. Если бы ты стал министром спорта, да, давай не России, Республики Бурятия, вот, что бы ты сделал для своего вида спорта? То есть конкретно взять одного человека и какие условия должны быть у него? Ну, элементарно я бы, первым делом, я думаю, я бы конкретно в футбольной борьбе, я бы создал базу здесь у нас в городе, потому что нету базы, тренировочной нормальной базы, нету залов, я не спорю, у нас очень много тренеров, много, а базы нету. То есть что подразумевается под базой? Ну, это, например, когда
Взять можно, загнать всю команду в одно место, она там живет, кушает, тренируется там. Да, все, живет там полностью на этой базе. Там есть игровой зал, есть игровая площадка на улице, есть где кросс побегать, есть баня, я думаю, жить, есть столовая, есть. Первым бы делом это сделал бы. Короче, у Александра Богомоева главная мечта его жизни, чтобы вот у нас в Бурятии появился такой центр спортивной борьбы, да? Да, если честно, вот во всех ведущих регионах вообще нашей страны, именно что касаемо борьбы, Дагестан, Чечня, Осетия. И мы ничем, кстати, ни в чем не уступаем, да? Вот Не, на самом деле, это, конечно, уступаем, это ни для кого не секрет, это все видно. Не, имея по количеству занимающихся, вот в чем вопрос. Возможно, я это как бы не знаю, там, какие там, ну, итоги там, как считают. А в плане базы вообще, ну вот взять Дагестан, у них у всех базы есть хорошие. Вот Валерий Николаевич говорит, как мы можем с ними конкурировать потом. Когда там у них открываются и открываются эти базы, у них там и не одна. Взять Дагестан, наверное, там в каждом селе есть база. Не то, что там конкретно больших городов. Ну, я думаю, что вот твои слова все-таки кто-то услышит, где-то там сработает какой-то механизм в голове у людей, которые вот решают вопросы такие финансовые, глобальные, там, Министерство нашего спорта, Министерство России. Может, здесь в Бурятии реально появится вот такой огромный, хороший, специализированный центр борьбы. Ну, а с нами был Александр Богомоев и программа «Спорт без цензуры». До встречи!